Вы не знаете, как раскрутить свою группу ВКонтакте? Подписывайтесь на наш канал, и вы узнаете все секреты прибыльного сообщества. Добрый день! На связи с вами Вера Нахамеева. Сегодня мы научимся создавать свою группу в социальной сети ВКонтакте. Для этого открывайте свою страничку ВКонтакте и слева видите блок управления. Нам необходимо нажать вкладку «Группы». Справа появляется кнопка «Создать сообщество». Кликаем на эту кнопку. Нужно придумать название группы. Желательно, чтобы оно было созвучно вашему проекту. Мы назовем наше сообщество «Детское творчество». Далее нужно выбрать вид сообщества. На первых порах я предлагаю выбрать вид сообщества «Группу», так как из группы можно приглашать ваших друзей, подписчиков сообщества. Публичная страница не имеет такой возможности. Но у нее есть свои преимущества, о которых мы поговорим в следующих видео. В любое время можно поменять группу на публичную страницу и наоборот. Далее выбираем тематику нашего сообщества. Сообщество по интересам. Уточняем. Так, нам подходит увлечение и хобби. Еще раз уточняем. Нажимаем кнопку «Творчество» и кликаем на кнопку «Создать сообщество». Наше сообщество создано. Открылся перед нами основной блок информации, где мы можем редактировать нашу информацию. В разделе описания сообщества нам нужно обязательно указать ключевые слова нашего проекта. Описание должно отражать суть деятельности вашего сообщества. Должно быть кратким, но содержательным. Далее предлагается выбрать тип группы. По умолчанию группа стоит открытая. В открытую группу могут вступить все желающие пользователи. В закрытую группу можно вступить по приглашению или подав заявку. В частную группу можно попасть только по приглашению руководителей. Адрес страницы представлен в виде цифр, но их можно заменить на созвучное нашему проекту название, но обязательно на латинском языке. Справа мы видим раздел настроек. Включаем вкладку «Разделы». Это основной блок информации. Стена, фотографии, видеозаписи, аудиозаписи, документы, обсуждения, материалы. И по умолчанию в основном стоит слово «ограниченные». Стену мы оставили открытую. Фотографии тоже предлагаю поставить ограниченные. При открытом доступе создавать новые альбомы могут все участники сообщества. Но это ни к чему. При ограниченном доступе создавать новые альбомы могут только редакторы и администраторы сообщества. Это нам подходит. Мы выбираем вкладку «Ограниченные». Видеозаписи ограниченные. Аудиозаписи выбираем вкладку «Ограниченные». Документы то же самое. Выбираем ограниченные. Обсуждения ограниченные. Материалы ограниченные. Если у вас сообщество коммерческое, то можно заполнить раздел «Товары». Обязательно сохраняйте ваши настройки. Далее нажимаем вкладку «Комментарии». В разделе «Фильтр комментариев» нужно поставить галочку напротив выражения «Включить фильтр
нецензурных выражений. Если вы поставите галочку в вкладке «Включить фильтр по ключевым словам», то вы должны запомнить ключевые слова, по которым будут удаляться комментарии со стены. Нажимаем кнопку «Сохранить». Переходим во вкладку «Сообщения». По умолчанию они выключены. Мы поставим вкладку «Включены» для того, чтобы администратор и редактор могли получать личные сообщения и отвечать на них. И добавим название нашего сообщества в левое меню, поставить галочку. Можно написать приветствие. Когда подписчики будут вступать в группу, они увидят это приветствие у себя в сообщении. Если у вас есть сайт, можно разрешить использование виджета, поставив галочку. Не забудьте сохранить все настройки, иначе придется все делать сначала. Переходим к странице, и мы видим основную стену нашего сообщества.